Здравствуйте, в эфире новости и краткий обзор событий. Конференция педагогов. Какие вопросы обсуждают представители общеобразовательных и дошкольных учреждений региона? Безопасное тепло. Разъясняем правила подключения к газовым сетям. Машоковцы защищают свои проекты онлайн. Вторая смена форума. Пленарное заседание августовской конференции прошло во второй школе МАГАСа. Гостями мероприятия стали глава республики, федеральный инспектор по Ингушетии, представители регионального правительства, Минобра и педагоги общеобразовательных и дошкольных учреждений региона. Второй и заключительный день конференции собрал в актовом зале столичной школы педагогов со всех уголков региона. Цель – проанализировать достижения и тенденции развития региональной системы образования за предыдущий год, определить приоритеты и задачи стабильной работы в будущем учебном году. Порадовали в этом году и результаты единого госэкзамена ЕГЭ сдавали более 2500 выпускников. Количество учащихся, у которых не получилось сдать ЕГЭ и получить аттестаты по сравнению с прошлым годом гораздо меньше. Открытие пленарного заседания началось с приветственного слова главы республики. Благодаря федеральному центру за счет местного бюджета растет количество школ, в которых занятия идут в одну смену. Вырос процент охвата детей дошкольным образованием. Огромную роль в деле улучшения просвещения должна сыграть реализация национального проекта образования. Считаю, что участники сегодняшней конференции должны озаботиться вопросом, как педагогическое сообщество отвечает на улучшение условий своей работы. Растет ли, соответственно, качество образования и уровень знания учащихся. Достаточно ли усилий мы прилагаем для продвижения по пути решения амбициозной задачи, которую ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин? Сделать российскую школу одной из лучших в мире. Мы должны приложить все усилия на то, чтобы улучшить позиции Ингушетии в рейтинге качества школьного образования. Над этими факторами, определяющими качество образования, нам надо работать постоянно и упорно. Для этого в сфере системы образования республики должно быть проведены серьезные изменения. Мы надеемся, что наши школы будут развивать у детей креативные качества, готовить ребят к профессиональной деятельности с учетом современных задач, модернизации и инновационного развития страны. Всей этой работе нужно придать системность, с каждым днем наращивать темпы внедрения инноваций. Главное воспитание учащихся — любознательность, воображение, упорство, умение работать в команде, самодисциплина. В этом плане очень много зависит от качества подготовки самих преподавателей и учителей, от того, создан ли в школе авторитетный, высокопрофессиональный и здоровый педагогический коллектив. Сегодня общество испытывает глубокие стремительные перемены. В этих условиях нужны люди, способные придумать что-то новое, открыть новые возможности и принципиальные новые пути решения проблем. Я хотел бы подчеркнуть, самое главное в нашей работе – это чтобы вы находились в постоянном поиске, искали и находили новые формы общения, формы преподавания, разрабатывали новые методики, повышали, вовлекали в этот процесс ребят. До начала нового учебного года осталось чуть больше недели. Но не все школы полностью готовы к приему своих учеников. Это стало очевидно после визита нашей съемочной группы в 13-ю и 3-ю школу Назрани. Репортаж Светланы Томовой. До окончания школьных каникул около 2 недель. За это время учителя приводят к новому учебному году в порядок классы и территории учебных заведений. В 13-й школе Назрани провели косметический ремонт. Здесь готовы принять своих учеников. Правда, если говорить о спортивных залах, которые пострадали при сильном урагане несколько месяцев назад, то они до сих пор не отремонтированы. Причина не ясна, хотя в наш прошлый приезд подрядчик заверял, что в ближайшее время все исправит. До 1 сентября куди шнях азебол хабиян.
Я был на Хубарова, просто тебя комиссия за МЧС, а уже мы начали бы давно. А кого просто нас даже куда-то, если мы за 3 месяца, за 4 месяца они полностью построили школу, как мы не можем за 2 месяца это сделать. Подрядчик заверил руководство школы, что на этой неделе закончит ремонтные работы по восстановлению спортзала. В начало учебного года у нас все готово. Чисто для учебы, для детей все готово, кроме спортивных залов. Но они нам, наши застройщики, Картомкаж обещал, что до 1 сентября они будут готовы. У них все уже готово, товар везут. Вот эти панели, они сказали, завтра должны привезти сюда. В субботу подряд приезжает и полностью начинает вот эти работы по устранению недостатков этих 2 спортивных залов. Еще одна проблема, правда, не школы, а учеников и учителей, которым приходится добираться до учреждения пешком. Это разбитая дорога, что доставляет массу неудобств. Элементарно не то, что маршрутка, даже такси не хочет ездить сюда. Потому что дорога разбита, говорят, машины ломаются, неудобно ездить вообще. Я сама с Гамурзиева с той стороны живу, езжу на такси каждый день. У меня на дорогу уходит рублей 500 в день. Детей привожу, 3 детей. А так, если бы маршрутка ездила, у меня в разы 3-4 раз дешевле вышло бы все это. В плохую погоду вообще невозможно пройти. Дети мучаются, сменная обувь. Постоянно менять эту обувь приходится. И пропуски из-за этого получаются. Дети пропускают школу. Наша съемочная группа связалась с подрядчиком, который взял на себя ответственность отремонтировать разбитую дорогу. По его словам, ранее здесь ликвидировали мусорную свалку и вывозили отходы именно по этой дороге. Впоследствии чего она и пришла в такое непригодное состояние. А асфальт был уложен некачественно. Всего здесь необходимо уложить чуть больше километра нового покрытия. В проекте у нас деньги на восстановление данной дороги не заложены. Но так как люди обратились, администрация, что у них нет возможности, мы обещали, что мы дорогу восстановим за свой счет, все сделаем. В данный момент мы готовимся сейчас, технику готовим, деньги готовим, надо закупить много материалов. Где-то в середине сентября мы начнем ремонт данной дороги, 1,5-2 месяца мы закончим. Так как основания практически нету, здесь очень много работ надо провести. Готова открыть свои двери к 1 сентября и 3-я школа Назрани. Правда, новый учебный год здесь встретят не так празднично, как надеялись. Они пока не могут переехать в новый корпус учебного заведения. Сроки сдвинулись из-за пандемии. Школе уже 50 лет, учится в ней в 2 смены свыше 1800 детей. Руководство образовательного учреждения надеется, что с открытием нового корпуса они смогут воплотить в реальность все задуманное. Все, что необходимо, мы в классах сделали. Где нужно, подбелили, подкрасили, подготовили кабинеты, все помещения, чтобы детям было уютно, удобно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. А много чего ожидаем мы уже к концу первой четверти. Надеемся, что мы перейдем в новый корпус. Пока, правда, мы будем обучаться до конца этого текущего учебного года в 2 смены, потому что в этих 2 старых корпусах будет проходить капитальный ремонт. Но на следующий год у нас будут очень хорошие условия. Пока в школах республики прикладывают все усилия, чтобы завершить ремонтные работы к 1 сентября, ученики с нетерпением ждут школьного звонка. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. В Нестеровской произошел пожар в частном домовладении. Огонь быстро охватил жилые постройки. Чудом обошлось без жертв. Как произошло ЧП, выяснил наш корреспондент. Черные клубы дыма, пламя, охватившее дом заревом, отдается на всю округу. За считанные секунды огонь пожирает все. Эта картина предстала перед жителями Нестеровского. Сгорел частный дом. О вчерашнем происшествии сейчас напоминает дым и копоть. Огонь быстро перекинулся на остальные жилые постройки. На 2-м этаже почти достроенного дома вместо пола куча пепла. От крыши осталась лишь металлическая черепица. Первыми на помощь погорельцам прибежали соседи. Не пожарницы, не дико заирцы. Иногда долго ждал, думает, я же ой, я Первым загорелся сарай, который был забит сеном. Пламя быстро перекинулось на соседние 2 постройки. К этому моменту за тушение огня взялись уже пожарные.
По прибытию было установлено, что горит нежилой дом и сарай, примыкающий к нему, и часть летней кухни, как мы наблюдаем. На место выжило, ввиду большой сложности пожара, выехало 4 машины. Через 10 минут первые машины были уже на месте. Через где-то час пожар был локализован, а затем силами пожарных был ликвидирован. В результате пожара жертв и пострадавших не было, соответственно, пожар был локализован. Главное, не было допущено перекидывание огня на соседский дом, который расположен поблизости. На тушение пожара ушло 40 тонн воды. Местами пламя до сих пор просачивается через обугленные дощечки и пачки сена. Над сараем тянулся алюминиевый электропровод. Причину пожара установили сразу же. Здесь живут 2 брата с семьями, всего 15 человек. Во дворе 3 пристройки. Это двухэтажный и 2 старых небольших дома. Огонь не щадя уничтожил половину крыши старого помещения. Сгорели ванная комната с кухней. Огонь не добрался только до дальней пристройки. Это пример человеческой халатности. Хозяин уже подсчитал понесенный ущерб около 2 миллионов рублей. Это в регионе не единичные случаи. Многие жители подвергают себя опасности, не соблюдая элементарных правил пожарной безопасности. В этом году, допустим, на этот период, на сегодняшнее число, отделом надзорной деятельности по городу Сунжа, городу Хаблак, Сунжа, Джайрасскому району зафиксировано 144 выезда пожарно-спасательных частей. Из них пожара у нас произошло 94. Основными причинами пожара являются как замыкание электропроводки, детские шалости, неосторожное обращение с огнем или иным источником повышенной опасности, и также нарушение правил пользования отопительными приборами. Но это, как правило, в начале отопительного сезона, где-то в ноябре-декабре бывает. Вот эти 4 причины, они у нас являются доминирующими причинами. По всей республике сейчас проводятся проверки эксплуатации электро- и газового оборудования. Глава республики перед стартом отопительного сезона дал поручение проводить рейды по всем населенным пунктам. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24. С огнем шутки плохи, не прощает халатности и газ. Как правильно и безопасно подключиться к сетям, ввиду актуальности этого вопроса, разъяснения дают в ресурсоснабжающие организации. Поэтапная инструкция в следующем сюжете. Подключение к газопроводным сетям на первый взгляд может показаться быстрым делом. Чего стоит взять и приварить трубу к центральной линии, думает простой обыватель. Однако на самом деле это нелегкий технологический процесс, который, кроме самой работы подключения, требует и бумажной волокиты. Сотрудники «Газпрома» разъясняют, как правильно и по закону, а главное безопасно запустить в дом голубое топливо. Для начала надо обратиться в районное отделение ресурсоснабжающей организации и составить договор на подключение. Клиенту необходимо обратиться в наш клиентский центр. Это за выдачей технических условий, это заявка на подключение технологическое присоединение. И ему необходимо представить весь пакет документов, которые необходимы при выдаче технических условий. Это правоустанавливающий документ, это ситуационный план расположения земельного участка, это часовой расход газа. Если физическое лицо до 5 кубов, то наши специалисты помогут ему установить часовой расход при представлении его паспортных данных оборудования. После подачи заявки в районный «Газпром» и составления договора представители организации приедут по адресу, определят точку подключения и другие технологические нюансы. При этом важно учитывать, что сроки на подключение к газопроводу и цены на это будут разнятся в зависимости от расстояния дома до сетей и давления в них. Например, если необходимо просто врезка к сетям, придется ждать 10 дней, тогда как при необходимости протянуть трубопровод, процесс может затянуться до 1,5 лет. Стоимость на эти услуги регламентирует специальная энергетическая комиссия. Если необходимо строительство газопровода, то уже согласно постановлению 1314, то делится на категории. И на основании этой категории устанавливается сумма за технологии и сроки исполнения. Это в среднем от 8 месяцев до 1,5 года. В региональном «Газпроме» также напоминают о запрете безучетного подключения к газовым сетям. За 2020 год в республике выявлено около 500 таких случаев, возбуждено 8 уголовных дел. За кражу голубого топлива предусматриваются штрафы от 10 тысяч рублей, а также лишение свободы. Помимо этого, газовики советуют поторопиться с оформлением документов и установкой приборов учета заблаговременно, до наступления холодов. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Участники молодежного форума «Машук» защищают свои проекты. Сейчас проходит вторая смена. Она называется «Национальный код» и, как и первая, проходит в режиме онлайн. Времени на представление своей инициативы дается не так много. За считанные минуты нужно успеть рассказать о своей работе и заинтересовать судей. Получилось ли это у представителей нашего региона, узнаем далее. Талантливая молодежь Республики Ингушетия, а именно учащиеся в образовательных учреждениях, не имеют возможности ходить и оплачивать дорогостоящие мастер-классы за пределами республики. У Фатимы Умарова 3 минуты, чтобы содержательно, кратко рассказать и погрузить судей в свой проект «Фестиваль. Конкурс юных талантов Арт-Деко». Она планирует обучать декоративному искусству молодежь республики. 2 минуты даются судьям на дополнительные вопросы и столько же на подведение итогов и оценку проекта. Эти 7 минут Фатима отчаянно боролась за свою идею. Этот проект было намного сложнее, как по мне, защищать его онлайн, чем вживую перед экспертами. И было трудно, потому что были неполадки со связью, с интернетом, с технические проблемы были, и приходилось с ними подключаться, с ними разговаривать не через ноутбук, а через телефон. И в итоге это все стоило времени, драгоценного времени перед экспертами, но я защитилась, мне это удалось. Участники переживают и ждут своей онлайн-очереди. Многие из них на форуме не новички, но волнение побороть не удается, ведь в этом году Машук проходит дистанционно. Мадина Дзейтова уже защитила свой проект в рамках первой смены, сейчас закрывается вторая. Девушка пришла поддержать друзей. Ее мнение насчет онлайн-Машука противоположно другим. Находясь лично перед экспертами, ты больше переживаешь, больше нервничаешь, а находясь уже вдали, ты более увереннее себя чувствуешь и отвечаешь лучше. Это уже 11-й по счету Машук. За неделю ребята прошли обучающие семинары, научились выстраивать маркетинговую стратегию продвижения своих проектов, презентовать и продвигать их, вести офлайн и онлайн коммуникации и развивать в себе лидерские качества. А теперь демонстрируют это на защите. В своей победе и актуальности проекта никто не сомневается. Ингушетию на форуме в этом году представили больше 200 участников. И за первую смену они показали неплохие результаты. В первой смене по итогам уже общих защит мы можем сказать, что у нас 8 победителей от Ингушетии. Мы второе место заняли в общем зачете по СКФО. Сегодня у нас защищается вторая смена, и уже результаты будут известны завтра. На первом месте по защищенным проектам пока Ставропольский край, который представляет больше 1000 участников. Машук стал популярным и востребованным конкурсом для ингушской молодежи. Несмотря на изменения формата, число активистов в этом году не снизилось. Конечно, некоторые люди, они решили не участвовать, чтобы принять участие уже в следующем году. Но я не могу сказать, что у нас произошел какой-то отток, потому что на место тех, кто ушли, пришли новые люди, которые никогда не принимали участие. Также в этом году принимают участие те люди, у которых не было возможности выезжать на Машук. Это и девушки, и люди, ограниченные какими-то условиями, которые не могли позволить себе выехать на неделю отсюда. Впереди последняя, заключительная третья смена. Машук завершит работу 26 августа. Тогда же подведут итоги грантового конкурса. Зелимхан Калоев, Адым Гулоев, Мербек Мержоев. Новости 24. Амирхан Ерыжев выступит на чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр Сочи». Соревнования пройдут с 29 августа по 1 сентября. Спортсмен представляет клуб «Кушт», выступает в весе до 100 килограммов. Попасть на чемпионат Ерыжеву удалось благодаря победе на открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия-7» в июне этого года. Впрочем, таких ярких достижений у Амирхана немало. В феврале этого года он во второй раз стал победителем мастерского турнира по пауэрлифтингу «Зимний шторм» в Воронеже. Это были все новости к этому часу. До встречи.